В Якутске семья с 6-летним сыном в течение 5 лет вынуждена выходить на улицу через форточку. Почему они оказались замурованными в собственном жилье? В деталях разбиралась Ульяна Шагина. Дележка вожделенных квадратных метров превратила когда-то близких людей в лютых врагов. Родная сестра Владимира Чепелянского, устав делить жилье, отгородилась от него, замуровав его вместе с семьей в маленькой комнатке в 10 квадратных метров. Из-за замурованной стены именно вот эта вот форточка уже на протяжении многих лет служит входной дверью для 6-летнего Николая и его родителей. Таким вот образом глава семьи Владимир Чепелянский на протяжении многих лет вынужден выходить на улицу. Сначала он вытаскивает куртку, а потом выходит сам. Иначе через узкую щель форточки просто не пролезть. После инсульта мне ноги плохо работают. Вот. Ну и, в общем-то, ходьба вот это, конечно, не очень такая удобная вещь. Эта квартира изначально принадлежала ныне покойной их матери, Саре Кирьяновой. Но в 2011 году они узнают, что собственником квартиры теперь является не мама, а средняя сестра Оксана Гайдай. Впоследствии она, как полноправная хозяйка, построила стену, отрезав их доступ к кухне, санузлу и к входной двери. Спокойно мы ему проведем любые коммуникации, только когда хотя бы немного покроют ту часть долга, которую они дожили за то время, пока мы сюда не заехали. Долгое время мы жили как бы вместе, пока маме не надоело жить в таких условиях. А именно в тех условиях, то, что постоянно аморальные люди, его друзья, выпивают спиртные напитки беспробудно. По словам Кристины, именно ей бабушка отписала квартиру в 2008 году, так как именно она, 12-летний ребенок, в то время ухаживала за ослабленной бабушкой. С этим категорически не согласна другая сестра Владимира, Валентина Константиновна, которая уверена, что Оксана Гайдай прибрала к себе квартиру незаконным путем. В 2011 году при ругани с Оксаной, моей сестрой младшей, мама узнает, что квартира уже ей не принадлежит. Тут мы вызвали милицию, мама написала заявление в милицию написала заявление, то, что у нее украли квартиру. Куда только не обращалась семья Чепелянских, пытаясь решить свой квартирный вопрос, но пока в их пользу ничего нет. Правда, в 2016 году городской суд вынес единственное в их пользу решение о сносе той самой злосчастной стены, предоставив им доступ к санузлу и кухне. Судебные приставы не хотят открывать, и сама хозяйка тоже не хочет этого делать. А к судебным приставам обращались? Обращались, приходили. Звоните, когда они будут дома, вот их ответ весь. Во всей этой ситуации, конечно же, страдает маленький 6-летний Коля. Пока его родственники ведут между собой войну, он за свою короткую жизнь уже успел серьезно переболеть из-за того, что вынужден ходить на улицу через форточку. Туберкулез легких, томограмма показала. Ну, вылечился? Вылечился, с учета сняли, сейчас в детский садик ходит. Мы, конечно же, не оставим эту ситуацию и попытаемся в ней разобраться с привлечением всех соответствующих органов. В первую очередь нужно помочь маленькому Коле, ведь дом уже попал под региональную программу переселения из аварийного жилья. А это значит, что совсем скоро его снесут, а семья Чепелянских с маленьким сыном останется на улице. Ульяна Шагина, Сардана Неустроева, Джулус Иннокентьев, Якутск.